Мои хорошие, доброе утро. С вами снова Лейла. Ну, с канала как-то так Лейлы. Так, мои хорошие, значит, вроде бы я сегодня себя хорошо чувствую, но вчера тоже опять расстроилась. Немножко вам расскажу, потому что опять, между прочим, вот шевелится моя вот эта вот поварешка. Как только до нее дотронется, она очень долго шевелится, не знаю почему. Так, знаете, вчера у меня было и радость, и огорчение. Сходила к врачу, к невропатологу, я же не показывала ему свои анализы, не показывала свое УЗИ. Но я знала, что по холестерину все нормально. Я же вам говорила, что у меня там что-то с печеночными, извините, с печеночными, ну, не знаю, пробами, или даже не пробы, была просто биохимия крови. И она меня что-то испугала. Говорит, что-то у вас с печенью не в неполадке, сходите завтра обязательно на УЗИ. Может быть, там у вас гепатит печени, даже сказала. Я прям наревелась, испугалась. Дочки меня успокаивали. Ничего страшного. Просто, может быть, из-за того, что ты принимала антибиотики, там что-то увеличено. Сходи завтра к врачу. Так, значит, сегодня мне надо уже сходить к врачу. Завтракать я не буду, тем более жареным не буду завтракать. Но и вчера еще приехал мой старший сын. Правда, радость моя огорчилась тем, что он сразу же завтра уезжает. Ну, уже не так надолго. Там на 3 недели ему надо поехать. Ну, может, на месяц, может, на 3 недельки. И вот, думаю, пока мне еще рановато ехать на УЗИ, еще нет 8 часов. Подоила корову. Ну, походила там по огороду. Сегодня голова ясная, девочки, мальчики, действительно, шума нет. Даже странно. Но вот немного переживаю теперь за печень, что там у меня и как там у меня. Не знаю, поделилась с вами. Не хотела сначала говорить о болезни, но все-таки решилась. И у меня как раз лежала, вчера он приехал, поздно вечером приехал, я ему сделала хинглиш с тыквой, снимать не стала. Он очень любит хинглиш, поэтому я ему их сделала к приезду его. И у меня тесто осталось, сегодня утром лежу, так проснулась, думаю, что приготовить утром по-быстрому так. И решила, просто приготовлю им пышки из этого теста. А потом подготовила себе сковородку, поставила, муки насыпала, думаю, давай-ка я тоже сниму и покажу, что вот так вот на скорую руку можно что-то приготовить. Их очень любит и Брашка, особенно с аджикой он их есть, или с малиновым вареньем, или с яблочным повидлом. Правда, я еще не делала в этом году повидло яблочное, мы будем делать повидло яблочное, друзья. Вы делали, чтобы и булочки можно было сделать, и пирожки. А я люблю пирожки с повидлом, если честно. Но не знаю, наверное, с моей печенью уже нельзя будет вообще жареное есть. Так, сейчас я опущу камеру, чтобы вы могли смотреть. У меня немножко сломан штатив, но ничего, как-нибудь справимся. Так, вот мои хорошие. Сейчас быстро сделаем. Пирожки без ничего. Моя племяшка, когда была маленькой, которая живет в Москве, эти пирожки называла пирожками без ничего. Так, друзья, у меня много вопросов было про свадьбы, про обычаи. Ну, немножко пока буду делать, может быть, кое-что и расскажу. Так, был такой вопрос, только я не помню, девочки, кто мне задавал. Я не могу запомнить так-то. Почему в черных косынках, в черных вещах наши женщины на свадьбах? Ну, это просто так, не принципиально, не как-то, не специально. Не знаю, просто даже я сама, например, люблю темные вещи. Практически очень мало светлых вещей в моем гардеробе, тем более косынок. Не из-за того, что там что-то как-то, а просто вот любят более темные вещи. Просто из-за этого. И у нас без разницы. По идее, даже сейчас, раньше еще на похороны как-то только в черном ходили, а сейчас уже в последнее время даже на похороны не обязательно одевать черное. Так что не только на свадьбу. Так, еще был у меня вопрос там
Друзья, так, сейчас какой вопрос был? Сейчас вспомню. Почему? Да, вот. Там, где вот у меня бычий, был вопрос, почему мужчины отдельно, во-первых, ну и почему я не снимаю мужчин. Просто эта съемка у меня идет. Ой, блин, что это такое? Эта съемка у меня идет, где вот я у заловки своей. Они все-таки мне более-менее так посторонние люди, не мои, не ну, как вам сказать, чтобы близко были родственники, совсем близко, я бы еще бы как-то и сняла их. Но тут посторонние люди, они мне, во-первых, ну, снимать-то можно было бы, но это я и не молодая, как говорится, ну, не снимала просто. А снимать, в принципе, можно было. Ну, посторонних мужчин просто неудобно, конечно, снимать, но снимать можно было. Тем более, если так спросить, что можно ли вас снимать или нет. А так у нас отдельно, что мужчины, что женщины, что на свадьбах, что вот на таких вот мероприятиях, мужчины за столом отдельно. Обычно у нас вот за столом вместе мужчины и женщины, бывает только когда вот своя семья, когда нет посторонних. Когда близкие родственники, то да, вместе. Ну вот когда уже кто-то посторонний, женщины с ними не садятся. Такие у нас, друзья, обычаи. Что там еще было? Много чего было, но я просто не запоминаю, но потом, наверное, по ходу буду вам рассказывать, что и как. Вот так вот. Ой, как хорошо, что голова ясная. Вы не представляете, как свободно, как хорошо, как будто бы заново родилась. Настолько бывает плохо, настолько бывает некомфортно. Я уже надоела, наверное, всем моим друзьям, родственникам своим нытьем, что мне не лучше. День рождения мамы еще не отпраздновали, друзья. Просто девочки ее поздравили, прислали большую корзину с фруктами. Я не снимала ничего. Обидно мне как-то было. В тот день тоже не по себе, муторно. И мы договорились, что снимем день рождения мамы чуть-чуть попозже. Может быть, даже завтра. Но посмотрим еще. Старшая дочка должна приехать. Вот просто я из-за того, что, друзья, не могут приехать мои девочки. Во-первых, младшенькая еще боится, что у нас тут инкубационный период какой-то после, не знаю, был ли у нас этот ковид или не был. И вот из-за того, что вот и мама попросила без девочек, давай не будем, не поднимай тут шум, ничего не делай, ты сама тоже больная. Какой день рождения? Но все-таки отметить бабушкин день рождения нужно. Маме 87 лет. И старший брат мне тоже звонит. Ты бы позвала, говорит, телевидение, сказала бы, что вот видишь, 87 лет, бабушка перенесла ковид, и все нормально. Надо было бы, говорит, пригласить телевидение, чтобы посмотрели, показали нашу маму, что вот в таком возрасте она перенесла такие вот болячки. Я говорю, ну не знаю, телевидение, не хочется с телевидением связываться, но так, YouTube покажу, может быть. Еще мне надо, я обещала, я, правда, маме еще не говорила, но она любит рассказывать, чтобы она рассказала, как, ну, как их ссылали, как она помнит ссылку. Она очень интересно рассказывает, мои дети очень любят ее слушать. Так вот. Маме я, наверное, просто испеку лепешку. Масла. Все-таки очень удобно, когда такое тесто, друзья, лежит. Оно
Оно у меня практически всегда в холодильнике. Редко, когда я бываю без этого теста. Или без этого, или без дрожжевого. Всегда оно у меня там в холодильнике. Дрожжевое, правда, в морозилке я храню. Люблю я эту свою сковороду. Все в ней делаю. Обоняние у меня понемножечку возвращается, правда, не очень резко еще чувствую, но немного лучше. А Ибрашка все говорит, когда мое вернется обоняние? Противно, говорит, вообще не знаю, что ты кушаешь. Не знаю. Пропало обоняние, и говорят, что у нас нет ковида. Я не понимаю этих врачей. Вчера еще мне моя соседка звонит. Тоже, говорит, те же симптомы, то же самое. Говорит, тоже, говорит, не взяли у меня и анализы на ковид. И, не знаю, говорит, и температура у нее. Правда, у нас температуры не было. Вот не пойму я наших врачей, почему не берут у нас тест на этот коронавирус. Если какие-то показания все-таки есть, простуда хотя бы даже есть, не знаю, не пойму их. Так. Со зрением, конечно, я попала. Очень плохо вижу, мутно вижу. Не знаю, или этот антибиотик на меня так сильно повлиял. Мне сноха прислала какой-то видеоролик, что именно тот антибиотик, который мне выписали и мы принимали с Ибрашкой, вообще чуть ли не смертельный. Я даже испугалась. Не знаю, может быть, даже эту печеночную, как ее, анализы из-за этого антибиотика у меня возросли. Так, все, теперь делаю одну лепешку без масла. Подключусь попозже к вам. Дорогие мои, добрый день снова. Снова с вами я. Только что приехали из больницы и по пути заехали с Ибрашкой в магазин. Немножко закупили кое-чего, короче. Сейчас вам покажу, что купили. Денежку потратили, куплено вроде бы ничего, денежку потратили. Так, первое, до этого скажу, что, алхамдулилlah, друзья, мои опасения не оправдались. У меня с печенью, в принципе, нет никаких проблем. УЗИст девчонка была как раз нашей однофамилица моего мужа. Может быть, даже была и дальняя родственница, просто я не знаю. Она мне посмотрела анализы, говорит, да вы что, говорит, настолько мало увеличены эти печеночные там пробы, что даже и не стоило так беспокоиться, что просто так увеличено бывает, даже если там немножко поели жареное перед анализами или остренькое. Ну, короче, камни в почках. Камни в желчном пузыре я же знала, я говорила и вам, что они у меня есть. Она сказала, что они, конечно, есть, но не рекомендовала мне пока делать операцию. Сказала, ни в коем случае пока не соглашайся. У тебя очень хорошо работает желчный пузырь. Пока не соглашайся, потому что нет никаких показаний, она мне сказала. Но единственное, что мне нужно строго-строго соблюдать диету. Очень она просила не есть жареное, острое и жирное. И тоже, если вдруг там очень сильно захочется что-то поесть, обязательно поесть таблетку инзистала. Вот так вот, друзья. Короче, тут, алхамдулилlah. А я всю ночь, если честно, всю ночь вчера не спала, тоже переживала. И вместе со мной переживали опять-таки мои дети, я их тоже напугала. Не знаю, что на меня нашло. Вчера тоже плакала, ревела, сидела. Теперь думаю, еще и с печенью проблемы, если гепатит, что мне делать? Короче, в таком вот репертуаре. Не знаю, совсем стала какая-то плаксивая, непонятная, обидчивая. Что-то на меня нашло на старости лет.
Ну все, ладненько, все, друзья. И голова, я вам сказала еще утром, что сегодня ничего в голове не шумит, в ухе не шумит. Прям вот нормально все. Алхамдулилла, все будет хорошо. Но мне надо еще сейчас поехать на капельницу, я не прокапалась еще. Там долго сидели в очереди, хоть и по записи, но живая очередь образовалась. Я только около 12 смогла зайти. Вот пришли, чуть-чуть перекусили. И вот хочу вам показать, что я купила все-таки. Зашли в магазин такой, там у нас общий магазин большой, но там снимать не разрешается. И вот Ибрашка у нас любитель кофе. Вот купили ему вот такую вот турку. Уже успел прийти домой сварить кофе. Вот, ну, купила вот такие вот 2 чашки для себя. Одна с крышкой, это без крышки. Вот такой кумган купила. Намаз брать. Так, такую вот щетку. Фейри, я правда не люблю фейри, но аоса у них не было. Вот такой вот Прималюкс. Такие хозяйственные вещи сначала. Купила вот такие 2 пачки салфеток бумажных, закончились. Купила марлю. Я люблю марлевые тряпки и люблю, когда у меня есть все-таки марля дома. Даже там прикрывать еду или еще что-то. Вот обожаю марлю. Так, купила вот такие 2 тряпки для уборки. Тоже вот 60 рублей, по-моему, были. Так, 2 мыла, да, купила. Так, нет, еще вот такие вот губки купила для посуды. Мне не очень понравились, такие удобненькие, видите, какие аккуратненькие такие. Таких я раньше здесь не видела у нас в магазинах. Так, короче, эти губки купила. Купила себе, вот тот раз покупала целую упаковку мужикам теплых носков. А эти 2 пары купила, пару себе и пару маме. Теплых носков. Так, нужен был мне вот такой вот удлинитель в ванну. Стиральная машина не доходила до розетки. Все время одну туда-сюда таскали. Нужно было купить. И купила вот, правда, еще маме не мерила. Вот такие вот маме теплые тапочки. Очень хотелось ей шлепанцы, потому что она не любит их одевать. Но ничего, может, загнет или оденет. У нее ноги очень сильно мерзнут. Они вот такие вот теплые, войлочные. Не знаю, понравится еще нет. Купила ей такие тапочки, короче. Так, купила вот такую вот себе колготку. И вот, представляете, у меня вот недавно только купила эту клеенку, уже вот такая вот дырочка. Видимо, Ибрашка здесь что-то сделала, или, может быть, дивер. Но я не люблю, когда вот что-то с клеенкой. Вот, купила вот такую вот клеенку. Понравилась она мне. Вот. Что очень часто меняем клеенки. Так, ну ладно, когда застелю, покажу. Такое более светлое, по краям вот такие вот цветочки и снегиречки. Так, купила вот такую вот формочку для кекса. У меня была такая, но дочка сказала, что то ли забрала ее, то ли что, я не знаю. Все, это из вещей. Так, Ибрашка купил себе вот 2 пачки кофе. Я не пью, правда. Вот такие вот. Не знаю, что за кофе, я не интересуюсь, никогда не пью его. Так, купила вот такие вот макароны из твердой пшеницы, потому что мне сегодня тоже посоветовали есть мучное меньше, и если есть, то макароны только из вот такой муки, из твердых сортов. Так, вот такие 2 купила макарошки. Так, купила вот такие вот большие, видите, хочу именно начинять фарш. Фаршем начинить, тоже приготовить какое-то блюдо, как-то я делала, понравилось нам. Так, манную крупу купила, пшено купила, кукурузную крупу и овсяную крупу. Но это для каши маме и мне на утро. У меня закончилась уже с огорода фасоль, которую я рвала. Вот. Правда, не нашла я, там не было. Мне нравится фасоль, и у меня она закончилась что-то. Фасоль такая бело-черная, она называется анютины глазки. Ее не было. Это фасоль мне очень нравится. Ну, еще одну фасоль купила. Так, купила вот такое вот сливочное одно масло. Купила вот сушки. Люблю сама тоже сушки очень.
Ибрашка захотел сгущенки. И купила вот такие вот маслины. Я обожаю маслины. Купила для себя маслин. Все, вот это вся наша покупка. И вы не поверите, 4250 рублей. Вот. И живи теперь. И ничего не куплено, по идее, нормального. Ни мяса, ни курицы, ни рыбу. Очень хотела купить рыбу, но у меня закончилась наличность. А с карты они не брали. Не обслуживали карту сегодня. Рыбу очень хотела купить. Вот так вот, друзья, сегодняшние мои покупки, сегодняшние мои поездки. Так, сейчас хочу вам показать. Я вчера своей дочке сказала, что очень хочу сушеное мясо. Прям действительно, друзья, как только вот заболела, вот прям хочется мне и хочется, вот как будто вот я чувствовала запах сушеного мяса. Я ей вчера говорю: Мадина, как я хочу сушеное мясо. Она как раз была в Назране и говорит: ой, моя на рынке, давай я тебя посмотрю, если будет, я тебя куплю и пришлю. Но она, оказывается, забыла. А потом поискала в интернете у нас, в Инстаграме, и нашла, что даже у нас, где в селе, где я живу, в Кантышево, продают мясо. И вот прислала мне вот такое вот, заказала, и вот мне доставили вот такое вот мясо. Правда, оно очень жирное, но жирное я не буду, конечно. Но мне надо его сварить, друзья, с галушками. Как раз еще и сын приехал. Его надо немножечко поесть. А то я не знаю, но мне так его захотелось. Это было что-то. И вот это сегодня на ужин сделаем немножечко. Ну, хоть кусочек вот небольшой, где оно не жирное. Обязательно поем, жирное не буду есть. Я вам обещаю. Так что вот так вот, друзья. Еще она мне сказала, что у них продается и требуха, и баранья, и говядина. И я требуху тоже очень захотела. Но чуть-чуть попозже, наверное, закажу, потому что еще слабенькая. Мне ее надо очень чистить. Я не люблю, если хорошенечко не вычистить, ее есть. Вот так. Раньше, правда, мне бесплатно привозили эту требуху. Сколько мы ее чистили. Вот, правда, вот чеченскую колбасу из этой требухи я делать не умею, но очень люблю. Не знаю, может быть, как-то, может быть, научиться ее делать. В интернетах, в ютубе столько много их наши девочки делают. Ну, попробуем. Ну вот, друзья, на сегодня, наверное, все. Вот сейчас поеду на уколы. Уже, когда буду ехать обратно, уже будет, наверное, темно, потому что пока доеду, пока прокапаюсь, это уже часа 4 бывает, уже темнеет у нас очень рано. Вот так вот, друзья, я уже как-то более-менее успокоилась, что у меня ничего такого, что все нормально, альхамдулилла. И будем с вами дальше продолжать жить, друзья, радоваться жизни, как говорится. И потихонечку войдем в русло, я надеюсь. Я очень надеюсь, что я приду в себя полностью, что не разочарую вас, и мы будем все вместе. Так, ну на этом все на сегодня, друзья. Всех вам благ, всем здоровья, берегите себя, берегите свое здоровье. И пока, как говорится. Ну вот как-то так. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. И пишите, друзья, напишите. Просто я действительно не могу еще войти как-то в русло. То я вот не понимаю, что-то у меня произошло. Напишите, о чем бы вы хотели у меня узнать, чтобы мне вам бы показать, чтобы вам рассказать, чтобы было вам интересно, чтобы мне было интересно. Напишите мне в комментариях, если вам не трудно, что бы вы хотели у меня узнать, и что бы вы хотели, чтобы я вам написала. Ну вот так. На этом все, друзья. Всех благ вам. Всем здоровья.